Ассаламу алейкум. Сегодня очень необычный подкаст для меня и для гостя. Сегодня у нас в гостях ведущий эксперт и инструктор по нейрографике Дильноза. Всем добрый день. Очень рада быть в вашей студии. Спасибо, Джурабой, за приглашение. Я долго ждала этого момента. Я сегодня предлагаю вам ознакомиться с нейрографикой Джурабой, порисовать, так как вы проявили интерес. Спасибо за это. И если хотите тоже порисовать с нами, дорогие телезрители, тоже можете взять листок, бумаги, маркер, да, и рисовать с нами вместе нейрографику. Классно. Причем для меня тоже нейрографика это впервые. Я часто наблюдал за вашим контентом, следил за вашим сторизом, то, что вы собираете определенную группу людей в Худжанде, рисуете. И я сегодня не с точки зрения человека, который должен пиарить. Мне интересна нейрографика. И также я хочу, чтобы этот контент, этот подкаст, он был полезен для людей, которые также задают себе вопрос, да, что такое нейрографика, откуда она появилась, да, например, чтобы мы сегодня ответили на этот вопрос. Кроме того, что мы с вами будем сегодня также рисовать, было бы замечательно, те люди, которые также впервые, может быть, слушают о нейрографике, или кто-то где-то увидел, да, например, чтобы мы сегодня ответили на эти вопросы актуальные. Очень замечательно. Я очень благодарна, что у вас появился интерес. Вообще творческие личности всегда проявляют интерес к чему-то новому. А нейрографика — это новое для нашего региона, но хотя этот метод существует уже более 10 лет. Его основал Павел Михайлович Пискарев, профессор, доктор психологических наук, основатель Института психологии и творчества, в котором я сейчас обучаюсь. Этот способ — самый легкий способ работы с нашим подсознанием. Через мелкую моторику рук мы создаем новые нейронные связи в голове и убираем свои блоки. То есть представьте себе, у нас в голове очень много проводов, если на вашем языке, да, очень много проводов, в которые нужно, все переплетено, очень много мыслей, которые нужно разложить по полочкам. И нейрографика — это очень классный инструмент, который позволяет нам это сделать в голове, все наши мысли поставить, разложить по полочкам и найти ответ через рисунок. Давайте мы начнем рисовать, да. или мы вначале на какую-то базовую вопрос будем отвечать? Нет, давайте мы начнем рисовать, и в процессе рисования мы с вами еще будем общаться. Я вам раскрою еще больше эту тему. Для того, чтобы рисовать нейрографику, нужно знать две вещи: как рисовать нейрографическую линию и как ее округлять. Я под этим видео, мы оставим ссылку на мой аккаунт, вы там найдете видео, где это можно сделать. Не будем на это тратить время, я считаю. Еще, чтобы начать рисовать нейрографику, нужно определиться с темой. Тему мы пишем одним словом. Нейрографику можно рисовать на доход, на отношения, на здоровье, да, на развитие, на любые темы. Поэтому какую тему вы предлагаете Джурабой порисовать? Так как мы сегодня начали впервые снимать такой подкаст с гостем, я хочу на новый уровень, что до этого мы снимали какие-то материалы, какие-то контенты только с моим участием, так как у нас сегодня в гость. Я считаю, что для меня это новый вызов и новый уровень, перейти на какой-то более серьезный и очень такой насыщенный контент. Поэтому я считаю, что было бы замечательно рисовать сегодня на новый уровень. Отличная тема, это для меня тоже очень актуально. Тоже, у меня первый был подкаст, в Дубае я его рисовала, «Женщина-предприниматель», это второй подкаст. Я считаю, что Джурабой очень успешный предприниматель в сфере медиа, да, и я вам тоже, этот алгоритм, который мы будем рисовать, кстати, будет очень нам с вами полезен, и я считаю, это классная тема. Для тех, кто чем-то занимается и хочет выйти на новый уровень, и я считаю, это, возможно, им также понадобится. Тогда мы берем листок бумаги и ручку. Вот у вас листок. И просто пишем тему. Тема. Так и пишем новый уровень. Сейчас нам нужно засекать время. Я засеку 2 минуты времени.
Зачем это? В течение 2 минут мы должны написать слова на эту тему, на новый уровень, да, все, что придет в голову на эту тему. Но если вдруг появятся какие-то неожиданные слова, там стол, стул, там, например, небо, море, тоже можем писать. И если вдруг негативный, страх, там, да, обида, от негатива мы не убегаем, негатив нам тоже нужно проработать. Мы все это записываем. Это делается для того, чтобы актуализировать тему в нашей голове. Настройка, сонастройка перед рисованием. Так, 1, 2, 3, поехали. Прямо в этой букве? Да, прям по порядку пишем слова. Сколько букв? Без разницы, больше 20 слов желательно. Можно в хаотичном порядке писать. Чем быстрее пишем, тем лучше, не задумываясь. Время? Все. Ну, я написал 14. На самом деле можно было не ставить циферки, да? Да, где-то 18. Можете дописать несколько слов. Это говорит о том, что вы очень такой хотите все вот по полочкам, чтобы у вас было, да, систематично. Вот этот такой педантичный, перфекционист. Да. Можете дописать несколько слов, и мы начнем с вами рисовать. Да. У вас есть какие-то слова, какие-то неожиданные слова? Я написал здоровье. Ну вот, значит, это тоже позыв. Это самая мотивация и здоровье. Написал, они пришли ко мне в самом конце. Так, убираем этот листочек. Теперь мы с вами будем рисовать сам алгоритм. Смотрите, как мы его будем делать, чтобы не испачкать ваш стол. Вот, допустим, представим, что наша тема с нашим вот этим новым уровнем, подкастами сейчас вот на таком уровне. Сначала рисуем линию времени. Для чего она делается? Мы должны знать, в каком промежутке времени мы хотим выйти на новый такой классный уровень. Просто берем и рисуем нейрографическую линию с одного края на другой. Вот. Что нам понадобится для того, чтобы начать? Мы же говорили, да, что это новые направления. Мы же призывали людей, давайте рисуйте. Во-первых, чтобы начать нейрографику рисовать, нужно вот такие 2 вида маркера, нужны вот такие текстовыделители и цветные карандаши. И вот такая бумага. Все. И еще частый вопрос, нужно ли уметь рисовать? Нет, абсолютно нет. Нейрографику может рисовать любой человек, который умеет держать в руках маркер. И еще один очень популярный вопрос, могут ли дети рисовать нейрографику? Для этого нужно работать с специалистом, который с нейропедагогикой связан. Это очень, потому что мы работаем с мышлением, да, потому что у нейрографики есть последствия, если мы неправильно нарисуем рисунок, тоже есть. Я об этом тоже расскажу, да. Поэтому это взрослый осознанный процесс. И рисовать с детьми нейрографику нежелательно. Снизу, да, с левого угла наверх мы рисуем линию времени. Ага. Все-таки у меня... Отлично, ничего страшного. Они могут Давайте. пересекаться еще? Да, но это сейчас одну линию мы нарисовали, все, это линия времени. Отлично. Вначале, допустим, сейчас это наша линия времени, да, какой-то промежуток. Вот сейчас это вот здесь внизу сегодняшняя дата. Какое сегодня число? Сегодня у нас... 12 марта. Да. И вот здесь в конце... Сколько вы времени дадите себе время, какой период, чтобы вот прям выйти на этот уровень, чтобы этот уровень у вас был на постоянной основе и прям сильно так был развит? Год, месяц, 3 месяца? Я человек, который люблю рисковать, поэтому я всегда ставлю не длительные сроки, а наоборот меньше, чтобы был стимул не откладывать еще на какой-то период, поэтому всегда стараюсь меньше срок ставить. И вот сейчас я считаю, что полгода для меня достаточно. Все, давайте пишем сегодняшнюю дату. И вот здесь в конце, где линия времени заканчивается, дайте себе полгода. Я тоже дам себе полгода. Значит, это будет 12 сентября. О, классно. 2025. Да. Это будет 09, 25. И в сентябре мы с вами еще сравним Да. результат. И вот сейчас, на сегодняшний этап, у нас мы нарисуем такой квадратик. Да? Это как квадрат, это фигура постоянства, как в нашем случае, как тяжелый камень, который вообще не двигается никуда. Да? Вот он вот такой маленький квадратик. Вот. И вот это наше состояние, или на таком этапе сейчас находится наша тема. Вот на этом этапе, вот в таком состоянии. Дальше этого, вот по линии времени, мы рисуем вот такой треугольник, восходящий треугольник.
Вообще новичкам не рекомендуется рисовать острые фигуры. Треугольник – это фигура роста, энергии. И обязательно, чтобы он смотрел вот туда, да, наверх. Да. Вот. Отлично. Мы даем энергию себе в этой теме, да, рост, развитие. И вот здесь окончание – это круг, большой круг, завершение, не завершение, а выхода на полноценный новый этап. Это вот такой большой круг. Он даже может не закончиться, то есть, да. Да, в моем случае да, он не закончится. У меня тоже он не закончится, потому что за пределами этого листа это вся Вселенная, это бесконечность, понимаете, да? То есть мы себе не даем какие-то рамки. Все, мы нарисовали 3 этапа развития нашего проекта. Теперь мы немножечко это все будем отпускать в простор Вселенной через нейролинию. Нейролиния дает энергию нашему рисунку, просто отпускаем на фон от наших фигур, от наших линий, несколько нейролиний. Можно несколько вот так сделать, да, пересечься. Они могут снизу вверх, сверху вниз, вот так пойти. Прям можете дать энергию, смотреть, от себя данные и к цели нашей. Линия наверх идет. Да. И от цели к нам, чтобы эту энергию нашего успеха протянуть к себе в данное настоящее время. Да, вот такие нейролинии к себе. Да. Еще одну к себе, именно через себя пропускаем. Вот, да. От этого успеха, от этой фигуры успеха, через энергию и к себе. Отлично. Все. И несколько линий можно отпустить в фон, во Вселенную. Линия Пискарева, нейролиния, она в основном это про энергию. И мы начинаем, как я вам показывала ранее, да, вот эти все пересечения, это блоки, да, появляется очень много блоков. Вообще в начале любого пути у нас есть препятствие, наше мышление. Вот как работает нейрографика. В начале любого пути мы себе задаем какой-то цель, но говорим, я боюсь это сделать, да, вдруг не получится, сомнения, блоки. И вот эти углы – это наши сомнения и блоки. Мы их должны закрыть. Мы должны показать мозгу, что это безопасно, что мы можем с этим справиться. И на этом этапе мы можем даже по аффирмации в себе то, что представить, визуализировать самый успешный, да, вариант, так как будто бы это уже случилось, да? Уже вы там вот этот уровень выполнен, как вы рисуете там, например, с очень известными людьми. У меня такой, да? Как у вас аудитория расширяется, вы выходите на совершенно новый уровень. Почему вот вы начали с цели? Мне так захотелось. Можно начинать с любого места. Округлять. Можно снизу, можно сверху. И давайте с вами еще пообщаемся, Джурабой. Давайте я теперь вам задам вопрос. Давайте я. Как вы пришли вообще, вот, как вы поняли, что вот это медиа, фотографии, видео, что это ваше? Ваша ниша, ваше призвание? Я считаю, что, во-первых, я когда начал этим заниматься, это были студенческие годы. Я считаю, что первое, это какая-то была потребность. Заработок, да? Да, заработок. В то время, когда я начинал, очень мало было специалистов, кто развивал это направление, поэтому я остановился, что мне нужно эту индустрию быстрее развивать. И вы поняли, что это ваша ниша, да? Да. А вот у вас очень много сейчас учеников. А кто был вашим учителем? Это очень часто задаваемый вопрос. У меня есть к этому хорошее оправдание. Я считаю, очень достаточно многих людей своим услугам. Это те люди, которые с кем вначале я просто начал общаться. Я не пошел к этим людям, не научился у них тем навыкам, которые я сейчас имею. Ну да. Это те люди, которые я просто общался, и эти люди... показали вам путь, да, просто, вот двери в этот... Да, двери открыли, я считаю этих людей своим услугам. А так,
Не было такого человека, к которому я пошел и какое-то время потратил и обучился у этого человека, такого не было. Но я считаю своим таким первым наставником, это однозначно для меня YouTube. Я очень много времени зависал именно в этих площадках. То есть вы как бы самоучка, да, еще так считаете? Да. Если, может, сами себя развивали. Да. Это очень классно. А вот откуда вы берете вдохновение? Бывает же выгорание, да, на пути, или же просто, когда занимаешься часто одним и тем же делом, но у вас работа интересная, конечно же, откуда вы больше черпаете вдохновение? Меня мотивировали однозначно успешные люди. Если я заметил, что у каких-то моих успешных коллег что-то они какой-то проект или какую-то съемку классно делали, у меня тут же начиналась идея, что также мне нужно, как и эти люди, двигаться, Да. чтобы не терять свою актуальность, чтобы о твоих идеях говорили. Однозначно меня вдохновили всегда Успешные люди, успешные люди. И конкуренция тоже, да, конкуренция, двигатель, что Да. Торговли. Да. Это правда. Это с точки зрения бизнеса, с точки зрения творчества. У меня всегда было с кем равняться, кого подражать, поэтому я считаю, что больше всего это мои сильные конкуренты меня вдохновили. Еще у меня один такой вопрос. Какой проект вы считали, что это невозможно сделать, а он осуществился? Прям. Вы это сделали? Я особо не помню, но все задумки, все проекты, которые я раньше думал, я раньше себе кидал такие мелкие вызовы. А сейчас я, конечно, это возраст, это опыт, я сейчас пытаюсь делать какие-то большие шаги. А раньше я редко делал ошибки и осознанно шел к каким-то проектам, поэтому я особо таких неудач не помню. А к этим не относятся вот эти ваши поездки? Именно то, что вы прям попали в Америку, в Европу. Я за вами наблюдала, я прям восхищалась. Я себе цель поставила, что в этом году поеду обязательно в Европу. Я считаю, это результат. Возможно, есть люди, которые пытаются больше зарабатывать, да, копить, делать какой-то результат для себя. А я больше всего вкладывал на себя. Очень много проводил бесплатных съемок не ради того, чтобы зарабатывать, а ради того, чтобы меня заметили, поднять какие-то актуальные темы и делать какие-то благотворительные съемки, проекты. Я считаю, что это все это результат вот этих моих активностей, которые я раньше делал. То есть вам было важно не материальная сторона, да, а развивать личный бренд? Когда я начинал, был уверен, что если я буду раскручивать свой личный бренд, он рано и поздно окупит все мои потраченное время. Как раз таки вот это есть эти поездки, что мне дали такую возможность не с точки зрения где-то я работал, а дали такую возможность именно благодаря моей имени. Да, я считаю, что это. Как у вас получается, Джорабой? Отлично у вас получается. Но у вас для новичка очень классно получается. Ну, не забывайте, что я закончил художественно-графический факультет. Все-таки творческий, да? Как вы думаете, вот вы же сейчас стараетесь продвигать это направление, да, например, сколько времени понадобится, чтобы... Я заметил, что в России люди рисуют, ходят на такие тренинги, тренинги. А когда у нас... Вы знаете, Джорабой, нейрографика, соответственно, не совсем молодой метод, это психологический метод, научно обоснованный, да. Но несмотря на то, что он новый метод, 10 лет всего лишь существует, уже он практикуется в 35 странах мира, на более 6 языках мира его преподают, да, и он признан как официальный психологический метод. В Ташкенте он очень сильно развит, да, и здесь, в Худжанде, и я даже проводила мастер-класс в Душанбе, очень успешно развивается. У меня уже почти сотни девушек, которые рисуют со мной, у меня онлайн-уроки, и 80-90% из них получают очень хорошие результаты. Если интересно, да, нашим телезрителям, переходите на мой инстаграм, на мой аккаунт, телеграм-канал, вы там увидите отзывы, да, и видео о моих мастер-классах. Так что я считаю, что это очень-очень модный, успешно развивающийся метод и как бы очень легкий.
просто через рисование, работа с нашим мышлением. Хорошо. У меня такой вопрос, исходя из ваших сказанных слов. Вы говорили, что у вас очень много девушек Да. участвует. В большинстве из случаев к вам или вообще к нейрографике приходят женщины или мужчины тоже? Вы знаете, женщины, они очень любознательные, да. В основном я работаю с женщинами, но мужчины тоже рисуют, да. Со мной рисовали мужчины. Основатель этого метода сам мужчина является, да. То есть нейрографика для всех, и как для мужчин, так и для женщин. Здесь в этом ограничений нету. Мне интересно знать, был ли у вас на самом деле такой реальный опыт, человек, который с вами, возможно, один раз или несколько раз рисовал, и были какие-то реальные изменения, да, например, человек пришел или вам написал, или начал что-то менять в жизни, да, например, был ли какой-то такой классный опыт? Очень хороший вопрос. Во-первых, я скажу про себя. Я уже рисую нейрографику более 2 лет. Первый год я рисовала чисто для себя, и у меня произошли резкие изменения в жизни. Да. Я была просто обычным косметологом, который работал в кабинете в Чкаловске. Как я начала рисовать нейрографику, я расширила свой бизнес, полетела в Китай. У меня сейчас 3 студии. Я осуществила еще одну мечту. У меня сын уехал учиться в Европу, я об этом всегда мечтала. Ну, я увеличила свой доход. Да, и я начала путешествовать. Я посетила те страны, в которых я давно мечтала побывать. А потом смотрю, это все работает. Я поступила на официальный институт на обучение, получила сертификат, да, специалиста по нейрографике и начала работать с людьми. И очень-очень много у меня положительных кейсов, где вот, например, женщина рисует там на личную жизнь, да, хочет выйти замуж. Через месяц она встречает там мужчину, за которого выходит замуж. Например, девушки рисуют на машину, да, через некоторое время она покупает машину. Или же рисуют там на развитие бизнеса. Через некоторое время они меняют работу, да, или выходят на какой-то другой новый уровень дохода. Это все работает. Как это работает? Все говорят, это магия, это чудо, да, какое-то волшебство. На самом деле, со стороны это кажется, это как волшебство, да. Но никакого волшебства нету, мы просто работаем с нашими блоками в голове. То, что нас тормозит. Мы просто их убираем вот это, через этот рисунок, вот сейчас вы округляете, тем самым вы сейчас делаете очень колоссальную работу со своим мышлением, со своим мозгом. Да, убираете блоки, которые мешают вам на пути вот этой вашей мечты. Хорошо, у меня еще такой ближе к этой теме вопрос. Я вот сейчас договорю, у меня отзывы, очень много отзывов есть у меня в Инстаграме, прям в актуальном. И в телеграм-канале. Один яркий пример, которого вы никогда не забыли, да, например? Самый яркий пример, это как Кроме себя, то, что вы сказали, что... Ну, как у меня есть подруга, с которой я с самого начала начала рисовать, она не работала, она очень боялась машин, так как у нее брат умер в автокатастрофе, она даже боялась переходить дорогу. И как бы у нее и в личной жизни тоже ничего не складывалось. Она не работала, была на попечении у родителей. То есть она, первое, что она сделала после рисования, она села за руль. Пошла, отучилась в автошколе и села за руль, убрала страх автомобиля. Сейчас она у нас очень успешный водитель автомобиля. Второе, что у нее случилось, она вышла на работу. Она сейчас косметолог. Третье, что у нас случилось, что она вышла замуж. Она встретила своего мужчину, на которого рисовала, да, и у нее сейчас очень все хорошо, и в личной жизни тоже. И это вот даже, это у нее изменения пошли за год. Хорошо, вот если к вам приходят на рисование, да, например, вы чувствуете какую-нибудь ответственность, да, например, человек пришел же к вам каким-то запросом? Обязательно. Ответственность большая лежит на человеке, поэтому я и пошла. Я могла просто учить рисовать нейрографику. Во-первых, это нельзя делать по правилам института, да. У тебя должен быть соответствующий сертификат, соответствующее образование. Я пошла, это не дешевые, да, курсы, как вы понимаете. Вложила деньги в это и повысила свою квалификацию, и получила документ, право работать с людьми. Вот сейчас я учусь на инструкторском курсе, это я буду иметь право преподавать и выдавать сертификаты от имени этого института. Да, я учусь уже на другой уровень. Ну, чтобы вы знали, в Таджикистане нет инструктора по нейрографике, есть всего лишь несколько специалистов. И, конечно же, очень большая ответственность лежит на человеке, и поэтому сейчас у нас как начинают рисовать, даже мои ученицы научились рисовать и учат других.
Это совершенно неправильно, потому что если вот не закрыть вот эти уголочки, да, неправильно нарисовать рисунок, рисунок может сработать наоборот. Понимаете, это же все психосоматика, может сработать. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожным. Это не просто рисовашки, рисунки. В основном, когда мы рисуем нейрографику, у нас повышается настроение, да, выходим на позитивные эмоции, да, выходим на новый уровень вибраций, да, на положительные вибрации. Но иногда бывает наоборот. Потому что вот это червячки внутри начинают вылазить. И что мы делаем дальше? Мы делаем дальше, работаем с этим. Мы не заканчиваем на этом. Это получается второй этап, что человек должен прийти еще на повторное рисование. Я во время мастер-класса полностью даю материал. После первого урока можно абсолютно научиться рисовать нейрографику. Потом человек может самостоятельно дома рисовать на другие темы. Да? Или же, ну, кто ко мне приходит, они им еще вот, когда мы вместе собираемся, это общий эгрегор называется, да, общая энергетика. Рисунок работает по-другому, когда у всех общая энергетика, одна мысль, да. И они говорят, шмокати кашибо зюртар вайлиша. Может ли человек сам дома рисовать без вот собеседника, я не знаю, без никого? Абсолютно. Не Тем более у скучно? меня есть онлайн. Нет, это очень хорошее времяпрепровождение, чем смотреть сериалы, чем сидеть за телефоном, да. Просто взял маркер и бумагу и начал рисовать. Тем самым ты расслабляешься, отвлекаешься и делаешь полезно своему мозгу. Понимаете? Сейчас очень большая проблема, что женщины не знают, чем занять себя. У меня их никуда не пускают, или они в депрессии, в стрессе, да. Муж не любит там, или нету работы. Вот это очень классный хобби, я считаю, чтобы отвлечься дома. У меня есть онлайн-курсы, где можно с нуля начать рисовать, и поэтапно прям все доступно, объяснимо. И девушки рисуют дома, и отправляют мне в чаты рисунки свои. И мы все это обсуждаем, я все это корректирую. Это можно совершенно. Я сама начинала просто рисовать с Ютуба. Но в Ютубе там полной информации не возьмешь. Все равно что-то укрывается, что-то это. И я пошла учиться уже профессионально. Это легче, чем косметология, то, что у вас же был раньше бизнес. Вы же работали косметологом. Это легче? Я и сейчас работаю с косметологом. Иногда там мои пациенты приходят, я с ними работаю. Легче с какой стороны? Тут ты не делаешь инъекции, да, не чистку лица, там не работаешь телом, но сложнее в энергетическом, да? Ты отдаешь очень много энергии, энергозатратно. Потому что вся творческая работа, какой бы она легкой ни была, она очень энергозатратна, работа с людьми, если вы знаете, да? Да. Вот поэтому иногда, да, после мастер-классов я прям несколько часов закрываюсь у себя дома и просто отдыхаю. Сама начинаю рисовать дома. Не просто отдыхаю, да, просто закрываюсь в пространстве. Вот так. Ну что, Джирабой, я смотрю, мы уже все округлили, у вас все классно получается. Теперь мы вносим цвет. Мы должны соединить наши мысли, наши ячейки цветами. Архетипирование называется этот этап. Ну, попроще называется, будем разукрашивать наш рисунок. В данный момент вы можете взять цвета интуитивно. Каждый цвет, конечно, что-то значит, но это отдельный урок. Прям, да. Нейроколор называется курс. А так мы берем цвета интуитивно и начинаем разукрашивать наш рисунок. Кстати, если вы хотите, я могу в рамках вот этого нашего подкаста совершенно бесплатно подарить именно вашим подписчикам и своим алгоритм благодарность. Очень классный алгоритм. Просто напишите мне в директ, да, и я слово благодарность, я вам вышлю этот алгоритм совершенно бесплатно. Тоже я делаю вклад. Легко? Да, так легко. И почему благодарность именно? Без благодарности, и пока мы не начнем благодарить за то, что у нас есть, мы не можем выйти на новый уровень, на другой уровень абсолютно. Нужно уметь благодарить, уметь радоваться жизни, уметь радоваться тому, что есть, сказать худого шкур, будагишпа, и потом начнется нам даваться за то, что еще у нас нету, да? Обязательно это нужно делать, практиковать. У меня есть дневник благодарности, я рисую алгоритм благодарности, он очень классный. И всем рекомендую начать с этого. Пока мы не начнем благодарить, у нас не пройдут трансформации в жизни. Ну, как раз таки у вас есть возможность написать всего лишь одно слово, и взамен получите алгоритм бесплатно. Бесплатно. Как вы себя чувствуете, Джурабой?
Как ваше ощущение? Классно. Согласитесь, это очень... возвращаешься в детство, да? Да. Маркеры, фломастеры. Потом я хочу... Еще вы не задали этот вопрос, но я хочу на него ответить, потому что очень много задают. А не противоречит ли это исламу? Да, нейрографика. Нейрографика – это наука, психология, да, метод психологии. А как говорит Аллах в Коране, да, и даже недавно на поеме наш уважаемый президент сказал, Бог нам дал руки, ноги, акл додаги, кор форму. То же самое мы делаем. Мы работаем с нашей головой. Мы развиваем свой мозг, развиваем свое мышление, убираем негатив, выходим на позитивные эмоции после рисунка, да. Это все благотворно влияет на нашу жизнь, на наше развитие. Поэтому никак это наука, а ислам очень одобряет науку, да, и поощряет. Поэтому это, я же еще раз говорю, это лучше, чем проводить без толку время, заняться чем-то полезным. Это творчество, арт-терапия, можно сказать. Теперь смотрите, мы переходим на нашу финишную, да, мы внесли цвет. Что мы теперь делаем? Берем вот такой маркер, да, который потолще, и мы вносим линию поля. Что такое линия? Это внесение высшей энергии. Кто говорит линия Бога, линия Вселенной, да. Прям от одного края, вот видите на этом рисунке, вот здесь у меня рисунок, видите? Вот на этом рисунке одна линия, видите, она идет. Можно их сделать несколько. Снизу наверх, у нас это алгоритм растущий, да, мы растем, поэтому одну линию. И прям можем про себя проговаривать какие-то аффирмации, что я успешный, что у меня много подписчиков, там, если кто-то интересуется, я успешный предприниматель, я успешный блогер. Ну, кто что хочет, какой запрос, может про себя прям аффирмировать, когда рисует эту линию. Я всегда говорю, я полагаюсь на волю Бога, да, в удаче, в своем бизнесе, в моей работе. Если я нужна людям, этот метод и эта нейрографика нужна людям, пусть Бог мне поможет в развитии, да. Я полностью полагаюсь на волю Бога, на волю высших сил в развитии своего дела. Некоторые приходят и говорят, знаете, есть мышление богатого, есть мышление бедного, да? Есть книга, да, Роберт Кийосаки. Что говорит богатый человек, бедный человек? Бедный человек, когда приходит, говорит, «Хамина кашам гарантия хами, и гарантия хами машеме кунам». Или гарантия хами ман больше дамебрава. А богатый человек говорит, давайте я это попробую, вдруг это мне поможет. Если это хоть каким-то образом изменит мою жизнь и чем-то мне поможет, я уже вложил деньги не зря. Понимаете, да? Богатый человек всегда так мыслит. Он что-то новое начинает пробовать, что-то полезное для себя. Поэтому, пусть таких людей будут побольше. Да, поэтому мышление тоже очень важно, и мы должны над мышлением тоже работать очень сильно. И всегда есть, везде есть люди-мухи, есть люди-пчелы. Два вида людей. Люди-мухи везде видят плохое, какую-то гадость. Отвези их в 5-звездочный отель, они все равно скажут, там розетка не так висит, полотенце не так повесили, да, посложили. А люди-пчелы, они везде ищут мед, цветы, и во всем видят красоту и позитив. И как раз таки эти люди ваша аудитория, правильно? Ну, разные бывают. Разные люди приходят, я не имею права судить людей, да, у всех свои какое-то мышление. Я стараюсь им помочь, как-то помочь. И, конечно, я всем вам желаю, чтобы вы были людьми-пчелами, были открытыми этому миру, были благодарными, да, были на высоких вибрациях. И вот в этом нейрографика очень хорошо помогает успокоиться, выйти на новый уровень. Вот вы рисуете, вы уже отвлеклись, да, от всего? Я забыл, что это я здесь ведущий. Я взяла роль на себя ведущего. Поэтому, да, это первые эффекты нейрографики. Желаю вам всем любить жизнь, творить, дарить добро и, конечно же, радоваться жизни, быть благодарным. И, конечно, у нас этот вот мы провели линии поля, да, и, конечно, у нас этап, это мы фиксируем нашу фигуру фиксации, вот этот круг. Прям несколько раз округляем и прям проговариваем, что у меня большой масштаб, да, моего бизнеса. Так, я вышла на новый уровень. У нас не только масштаб, у нас здесь есть цифры, что мы в сентябре должны... Да.
Я в сентябре, ну какой вы себе план ставите? Вот в сентябре что вы хотите, чтобы у вас было в количественном? Количество я постараюсь его делать максимум. Я представляю, что о моем подкасте будут говорить достаточно очень известные и влиятельные люди. Все, вот на это и Что представляем. я буду, дай бог, как раз таки мой подкаст обязательно затронет многих людей. Я тоже самое хочу, да, чтобы рисовать с успешными, популярными людьми, чтобы им подкасты приносили пользу. Конечно же, увеличение моей аудитории и увеличение моих учеников, чтобы сделать Таджикистан рисующей страной, женщин счастливыми, улыбающимися. Это моя цель, чтобы немножко помочь улучшить жизнь женщин, жизнь людей вообще в целом. И если мы будем этому способствовать, Дай бог, уже мы не зря работаем, да, я считаю. Вот мы завершили наши рисунки. Покажите. Ну, чуть еще мы доделаем, дорисуем, да? А так очень красивый. Вам нравится ваш рисунок? Я не знаю, это вот как... Вам должен нравиться, вот так смотреть, вам должен нравиться ваш рисунок. Я считаю, что я его еще не закончил, нужно Да. дорисовать. Да, я считаю, что у вас очень классно получилось на первый раз. Спасибо всем за внимание и также вам, Дильноза, за интересную беседу. И я очень надеюсь, что мы увидимся с вами в сентябре, дай бог. Спасибо. Спасибо, Джурабы, что пригласили. Спасибо. И я считаю, что у нас теперь будут совместные проекты. Я очень хочу с вами коллаборации делать, развиваться. И я очень рада, что на моем поле оказался такой специалист такого уровня. Это уже вот первый шаг к развитию. Спасибо всем. Всем удачи. Еще у меня один такой последний вопрос. Что обычно люди делают с этими рисунками? Что можно делать с этими рисунками? Вы можете просто повесить его куда-то или просто положить. Но когда мы вешаем на стену и каждый день видим, да, зеркальные нейроны смотрят на этот рисунок, и как-то мозг начинает реагировать. Но продавать его не... Можно сделать аукцион, да, можно сделать аукцион, кстати, и продавать. Можно, да? Да. Классно. Почему бы и нет? Когда вы станете суперзвездой, суперзнаменитым, рисунки от Джурабоя. Все, я продаю его. $10 000. Не хотя я... Отличная цена. Хотя $500 сам. Все, отличная идея, кстати. Сделаем выставку. До новых встреч. До свидания.